глубоко убежден, что человечество еще придет к пониманию того, что после Второй мировой войны оно перегнуло палку и гипертрофировало права личности. Современная идеология, политическая идеология, она исходит из примата и абсолютного приоритета прав личности. Это является естественной реакцией на глобальное ущемление прав личности в первой половине XX века. Но произошел резкий переход маятника на совершенно противоположную тоже крайность. И сейчас права личности, они полностью ущемляют права общества, права этноса. Баланс нарушен. Поэтому с этим можно бороться только одним. И эта форма борьбы, она и сформулирована в другом обращении, которое подготовлено на имя председателя нашего парламента, в котором подписанты настаивают на необходимости выдвижения законодательной инициативы о придании государственным языкам республик в составе Российской Федерации обязательного статуса для изучения в соответствующих регионах. К сожалению, такого статуса не имеют государственные языки республик. Там есть такой нюанс, что республики вправе устанавливать обязательность изучения государственных языков. Во-первых, у нас в республике нет этого. У нас до сих пор, мы единственная республика, которая до сих пор не приняла республиканский закон о языках, о государственных языках. И у нас нет ни малейшего юридического инструмента для того, чтобы обеспечить или, скажем так, заставить изучать осетинский язык в качестве государственного языка республики. Во-вторых, даже если мы его сейчас примем в попыхах, третий вариант сейчас пытаются, значит, благополучно опять спрятать под сукно, мы не сможем его обеспечить его реализацию с принятием нового законопроекта. Потому что и с принятием нового госстандарта. В госстандарте просто нет часов для государственного языка республики. Там есть русский, иностранный и родной. Таким образом, и на федеральном, и на региональном уровне сейчас серьезнейшие проблемы. То есть на региональном уровне я это связываю просто с подходом тех людей, которые решают сейчас эти вопросы. Кредо, скажем, основных действующих лиц республиканской политики формулируется очень просто. Оставьте государство в покое с вашим осетинским языком. Осетинский язык надо спасать дома. Говорите дома со своими детьми, и тогда все будет хорошо. Попытки получить ответ на вопрос, к кому адресован этот призыв, к тем осетинам репродуктивного возраста, которые сейчас воспитывают своих маленьких детей, которые должны прививать им знания осетинского языка, и которые сами им практически не владеют, обращение к ним совершенно бесперспективный подход, связанный, с одной стороны, с вот то, что я назвал отсутствие государственной политической воли. Совершенно другие интересы, совершенно другие приоритетные задачи, которые им кажутся более важными и перспективными. Непонимание того, что есть потери невосполнимые. Можно потерять очень многое. Народ, этнос может потерять очень многое. Наш с вами народ 700 лет назад потерял все. Потерял свое государство. После похода монголо-татар. После похода Тимура он потерял все. Он потерял даже свой демографический потенциал. Осетины были низведены до нескольких тысяч, может быть, даже нескольких сот человек. Мы потеряли все. Территорию, экономику. Но мы не потеряли главное. Мы не потеряли свой язык и культуру. И мы смогли возродиться. Потерять это
нельзя. Вот это и есть невосполнимые потери. То есть можно ставить задачи экономические, экономического благополучия, с состоянием амисон, что угодно, но нельзя забывать о том, что вот за всем этим есть судьбоносные вещи, которые утратить нельзя. Но вот есть вещи, ради которых надо делать все. Поэтому борьба предстоит.